Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. 26 августа 2008 года стала исторической вехой для Абхазии. Ровно 9 лет назад свершилось то, о чем на протяжении столетий мечтал наш народ – международное признание суверенитета Абхазии. Великая Россия приняла решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии и призвала другие страны последовать ее примеру. О том, каким был день 26 августа 9 лет назад, какие события ему предшествовали и что последовало, напомнит Елена Лолуа. 9 лет назад Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 26 августа – исторический день, объявленный в Абхазии государственным праздником и выходным днем. То, что тогдашний президент России Дмитрий Медведев подпишет указ о признании, в республике заговорили еще накануне. Однако мало кто верил, что Россия пойдет на этот шаг, вопреки международному сообществу. Надеялись, но верили с трудом. Тем не менее, Абхазия вместе с югоосетинами после пятидневной войны в Южной Осетии вновь обратилась к России с просьбой признать независимость двух государств. Обе палаты Федерального собрания России услышали и поддержали обращения, направленные российскому президенту. Последнее слово было за Дмитрием Медведевым. И вот, в 3 часа дня, 26 августа, граждане Абхазии и Южной Осетии по центральным российским каналам увидели выступление российского лидера о признании. Дождались. Абхазия стала субъектом международного права. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Россия призывает другие государства последовать ее примеру. Все, что происходило дальше, описать сложно. Люди ликовали, поздравляли друг друга. По улицам носились машины с развивающимися флагами. Это была всенародная радость и гордость, что достигли цели, что смогли. Чуть позже народ стал собираться на площади Свободы в Сухуми, где все заискрилось и закрутилось в танце. Это была точка невозврата в прошлое, где маленький народ не слышали и не замечали. Это было восстановление исторической справедливости. Об этом говорил президент Абхазии Сергей Багапш в своем первом после признания обращении к нации. Признание Российской Федерации независимости Абхазии – это еще одна победа нашего народа, который общими, скоординированными усилиями, мудростью и терпением сделал этот важный шаг на пути к свободе. Несомненно, этот день навсегда войдет в историю Абхазии. Мы должны сохранить в памяти нашего народа неизменную благодарность народу и руководству Российской Федерации, которое приняло исключительно справедливое решение о признании Абхазии и Южной Осетии. Я уверен, что данное решение станет позитивным импульсом для сохранения мира и стабильности на Кавказе и предотвращение любых актов агрессии со стороны Грузии. Вслед за признанием последовала предсказуемая негативная реакция со стороны международного сообщества. А Грузия в отместку разорвала дипломатические отношения с Москвой и объявила две республики оккупированными территориями. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, чтобы предотвратить истребление народов и помочь стать на ноги, сказал президент Медведев в интервью зарубежным СМИ. Это осмысленное решение, которому предшествовал целый ряд событий, добавил он. Та ситуация, которая сложилась в Косово, не способствовала и не давала достаточных оснований признать его в качестве субъекта международного права. Хотя нашу позицию разделили далеко не все, и значительная часть государств все-таки признала Косово в качестве самостоятельного государства. В этих условиях, когда, на наш взгляд, в течение 17 лет проводились этнические чистки, были случаи геноцида и в начале 90-х годов, и совсем недавно, ситуация другая, и это дает
основания применить и Устав ООН, и Конвенцию 70-го года, и Хельсинский заключительный акт 75-го года в качестве основания для признания независимости двух этих образований. Официальное письмо о решении России генеральному секретарю ООН передал постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин. В Абхазии хорошо запомнилась его августовская дипломатическая битва и последующие комментарии. Мы, конечно же, отдаем себе отчет, что нас ждет довольно тяжелый период дискуссий с нашими партнерами. И это, конечно же, если наши отношения ухудшатся, это, безусловно, будет не наш выбор. Праздник признания продолжался несколько дней. 27 августа к Сухумской пристани подошли ракетный крейсер «Москва» и еще 2 боевых корабля Черноморского флота. Российских военных моряков встретили с почестями. Началась новая страница в новейшей истории Абхазии. Россия, признав республику, взяла на себя обязательства по обороне, по социальному обеспечению и безопасности. Все это отражено в Большом договоре о дружбе и сотрудничестве. В настоящее время Абхазия признается 6 странами-членами ООН. Вслед за Россией с нашей республикой установили дипотношения Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. Внешнеполитическое ведомство Абхазии при поддержке российских коллег ведет работу по признанию республики другими государствами. За годы признанной независимости экономика Абхазии значительно интегрировалась в российскую. За счет финансовой помощи России отремонтированы дороги и больницы, школы, детские сады, выданы кредиты на оживление банковской сферы, а также на развитие малого и среднего бизнеса. Периодически проходят встречи высшего руководства Абхазии и России. Последняя состоялась 8 августа этого года в Пицунде. С 2008 года были подписаны 166 договоров, в их числе 19 межгосударственных. Несмотря на внушительную российскую финансовую помощь, в стране остается много социально-экономических проблем. В абхазской повестке остро стоят вопросы внутренней безопасности. Тем не менее, народ не унывает и верит, что мы возродимся, отстроимся и за счет собственных источников сможем стать экономически независимым и самодостаточным государством. Елена Лолуа для событий недели. В день международного признания нашей страны народ Абхазии поздравил президент Рауль Хаджимба. Мы шли к этому дню трудным путем, но сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что жертвы, принесенные нашим народом во имя свободы и независимости, оказались не напрасными. Решение Российской Федерации является самым красноречивым подтверждением близких братских отношений, которые исторически сложились между нашими народами. После подписания 24 ноября 2014 года договора о союзничестве и стратегическом партнерстве абхазо-российские отношения вышли на качественно новый уровень. День 26 августа 2008 года стал точкой отсчета нового этапа нашей истории. Нам предоставлен исторический шанс на окончательное возрождение абхазского народа и государства. Многое уже сделано, но мы обязаны в полной мере воспользоваться этим шансом. И я уверен, что все вместе, объединившись, мы это обязательно сделаем, говорится в частности в поздравлении главы государства. В 9-ю годовщину признания независимости Абхазии Российской Федерации цветы и венки к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Ишера и к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапша в селе Джгярда возложили руководство страны и общественность. Ирина Ашба расскажет подробности. Почтить память Владислава Ардзинба пришли президент Абхазии Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния, премьер-министр Беслан Барцыц, спикер парламента Валерий Кварчия, члены правительства, депутаты, военнослужащие, ветераны и матери погибших защитников Отечества, общественность.
Невозможно переоценить роль Владислава Ардзинба в истории нашего государства как главнокомандующего и руководителя страны, политика и патриота, который всю свою жизнь посвятил борьбе за свободу и независимость Абхазии. В день международного признания народ республики приходит в Ишеру, чтобы отдать дань памяти первому президенту, под руководством которого мы победили, благодаря политике которого заложены основы государственности и независимости Абхазии. Имя Владислава Ардзинба навеки вписано в историю нашей страны, навечно останется в памяти народа. Поздравляю весь народ Абхазии с праздником, с Днем независимости республики. Пожелаю всем здоровья и процветания нашей республики. Я от души поздравляю. От души я поздравляю всех абхазцев. Для меня они роднее родных. Насколько я их люблю, наверное, сын мой тоже так же любил, потому что свою душу отдал за Абхазию. Спасибо вам огромное. Удачи во всем, чтобы мы никогда больше не видели. Спасибо, Абхазии. Церемония возложения цветов и венков продолжилась у могилы второго президента Абхазии Сергея Багапш. В селе Чгярда почтить память Сергея Багапш пришли вице-президент Виталий Габния, премьер-министр Беслан Барцыц, спикер парламента Валерий Кварчия, депутаты, военнослужащие, матери погибших защитников Отечества. Сергей Багапш – человек большого сердца и души, президент, при котором Абхазия была признана как независимое государство. Ирина Аршба, Тимур Гогохи, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Дню международного признания Абхазии был посвящен концерт, который прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в Сухуми. На главной сцене страны выступил Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Гастроли прославленного коллектива в нашу страну состоялись в рамках культурных сезонов «Россия-Абхазия-2017». Какие события на этой неделе предшествовали Дню международного признания Абхазии, напомнит Ирина Аршба в обзоре наиболее заметных событий недели. 75 лет городу-герою. Тхуарчал отметил юбилей. В торжественных мероприятиях приняли участие президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния, премьер-министр Беслан Барцыц, спикер парламента Валерий Кварчия, члены правительства, депутаты парламента, многочисленные гости. Торжественные мероприятия начались с традиционного возложения цветов и венков к памятнику первого президента Абхазии Владиславу Ардзинба и мемориалу упавшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии. Затем в Доме культуры прошло торжественное заседание. Глава Тхуарчалского района Аида Чачхалия поздравила собравшихся с праздником и поблагодарила всех, кто приехал на празднование Дня города из других городов и районов страны. Юбилей города Тхуарчал – это знаменательное событие, символизирующее мужество и стойкость всего народа Абхазии, шедшего к своей независимости долгим и тернистым путем, отметил в своем выступлении президент Рауль Хаджимба. Глава государства особо отметил значительный вклад тхуарчалцев в национально-освободительное движение абхазского народа, в последовательную борьбу за восстановление нашей исторической государственности. Указом президента ряд заслуженных тхуарчалцев награждены государственными наградами. Праздничные мероприятия завершились концертом и салютом в честь 75-летнего юбилея города-героя. С 16 по 22 августа состоялся визит делегации Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Дауром Ковой в Сирийскую Арабскую Республику. Делегация Абхазии приняла участие в церемонии официального открытия Дамасской международной ярмарки. В ярмарке приняли участие представители 43 стран мира. В абхазском павильоне были представлены материалы, рассказывающие о традициях и культуре абхазского народа, сельскохозяйственной и туристической отраслях, а также об инвестиционном потенциале нашей страны. 17 августа состоялась встреча министра
иностранных дел Абхазии Даура Кова с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Сирии Валидом Аль-Муаллемом. Главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили уверенность в необходимости установления и развития взаимоотношений по всем направлениям двустороннего сотрудничества. В ходе поездки в Сирию также состоялась встреча делегации Республики Абхазия с председателем Совета министров Сирийской Арабской Республики Имадом Хамисом. От лица руководства Сирии он выразил особую признательность за объективную позицию властей Республики Абхазия в отношении процессов, которые происходят в Сирии. 20 августа в Народном совете Сирии прошла встреча абхазской делегации с председателем Народного совета Сирии Наджатом Анзуром. В ходе встречи абхазская и сирийские стороны обсудили пути развития и укрепления парламентских связей двух республик по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. Также в рамках поездки в Министерство экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики состоялась встреча министров экономики Абхазии Адгура Ардзанба и Сирии Мухаммеда Самер Халиля. В Министерстве обороны Республики прошла пресс-конференция министра Мираба Кешмария. Глава оборонного ведомства рассказал о работе, которая проводится в селе Приморское. На данный момент дворы и приусадебные участки жителей села почти расчищены, но поиск и вывоз неразорвавшихся мин и снарядов все еще продолжается, сказал министр. Полностью уничтожено 2 склада с боеприпасами, 1 уцелел. Как сообщил министр обороны, боеприпасы из этого склада перевезены в другое место. Сейчас обсуждается вопрос о переносе всех складов Министерства обороны, находящихся вблизи населенных пунктов, в более удаленные и безопасные районы. Мираб Кешмария также сообщил, что уже есть предварительные результаты расследования происшествия. Данные переданы в военную прокуратуру. Как известно, 2 августа в селе Приморское произошел взрыв боеприпасов на складе Министерства обороны Абхазии. В результате происшествия пострадало более 60 человек, 2 россиян погибли. Жителям нанесен колоссальный ущерб. По последней информации, более 100 домов нуждаются в капитальном ремонте, 11 из них признаны непригодными для жилья и будут заново отстроены. На данный момент в 39 домах уже заменены крыши, в многоквартирном доме, а также в некоторых частных домах частично установлены стеклопакеты. Выставка почтовых марок Абхазии памяти заслуженного связиста страны Эдуарда Пилия открылась в Центральном выставочном зале Сухума. На ней были представлены более 300 экземпляров почтовых марок. В общей сложности Эдуард Константинович Пилия более 50 лет проработал в сфере связи. Марки увлечения Эдуарда Пилия на протяжении всей его жизни. Благодаря его усилиям во время войны 25 июня 1993 года впервые в истории почтовых предприятий страны была издана первая почтовая марка Абхазии с изображением ястреба-перепелятника. Всероссийский автопробег «Большая Россия» добрался до Абхазии. Автомобильный крестный ход под названием «Большая Россия» стартовал в июне в Магадане. Абхазия – одна из остановок на пути следования колонны. В Сухум они привезли несколько священных реликвий – икону Луки Крымского, Матроны Московской, Казанскую икону Божьей Матери и священномученика патриарха Гермогена. Участники автопробега привезли с собой в подарок копию иконы Божьей Матери в поддержку абхазского народа. Инициатива проведения автомобильного крестного хода принадлежит простым гражданам России, православным представителям иных традиционных религий, патриотам Отечества и просто неравнодушным людям, которые входят в национально-освободительное движение за суверенитет России. В рамках данного мероприятия также был организован сбор средств и гуманитарного груза для отправки в Донецкую и Луганскую народные республики. «Я говорю вам сердцем» – проект на сцене Абхазской государственной филармонии. При генеральном спонсорстве компании «Аквафон» состоялся первый сольный концерт певицы Мадины Кварацхелия в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Тердяна. Мы продолжаем программу. Каково значение международного признания нашей страны и как оно повлияло на настоящее и будущее Абхазии? Мы обсудим с начальником информационно-аналитического департамента Министерства иностранных дел Абхазии Тимуром Шанава. Здравствуйте, Тимур Александрович. Здравствуйте. Тимур Александрович, сегодня мы празднуем знаменательный день, исторический день, день признания независимости нашей страны. Хотелось бы просто, чтобы вы дали небольшую оценку того, вот что означает для Абхазии это событие и какова его роль в истории нашей страны. Ну, это событие действительно определило судьбу Абхазии на многие годы вперед. С признанием суверенитета наша республика получила возможность для спокойного, стабильного, поступательного развития. Если в 1993 год мы получили право на существование, добились этого права, то в 2008 году мы, по сути, добились закрепления этого права
его признания. У людей исчезла постоянная тревога, страх, появились надежды, какие-то перспективы на будущее. И, конечно, получение гарантий безопасности, да, от такого государства, как Российская Федерация, это, несомненно, очень большое достижение для нас. Это, по сути, шанс на то, чтобы мы использовали все наши возможности для будущего достойного развития. Эмоциональную сторону вот этого события могли бы вы описать? Вот такое вот личностное ваше восприятие вот этого события, которое произошло 26 августа. 26 августа 2008 года я находился в городе Санкт-Петербург. Я тогда еще проходил курс в аспирантуре в Санкт-Петербургском университете. Вот. И, конечно, мы все ждали этого дня уже, то есть в 20-х числах примерно, да, когда шло уже такое вот некоторое обсуждение, так скажем, да, уже вот в наших кругах, то есть как это может произойти. Постоянно созванивались, узнавали, как вот, когда это будет ли вообще. Вот. И, конечно, для всех 26 августа было таким вот событием, но эпохальным, действительно. Мы все ощутили очень эмоциональный такой порыв, которого трудно передать даже словами. Открылась как будто новая страница вообще вот нашей истории, без преувеличения. И мы поняли, что то, что мы, те усилия, которые мы прикладывали, да, вот с 90-х годов еще, они все не пропали зря. То есть наши чаяния оказались услышанными. То есть такой большой, крупный результат многовековых усилий абхазского народа выразился в этом событии. Если вы помните, вот на тот момент, 2008 год, каков был политический фон, каковы были его особенности, которые в итоге вот сподвигнули и позволили вот России принять такое решение? Ну, фон был очень, так скажем, тревожный. В 2008 году внимание всего мира было приковано к Косово, да, как мы помним. То есть возросло в целом внимание к непризнанным образованиям, в том числе и на постсоветском пространстве. После признания Косово, да, одностороннего признания, провозглашения независимости, потом признания, стало очевидным, что отказывать в признании, скажем, Абхазии и Южной Осетии было просто бессмысленно. И для этого не было никаких аргументов. И, собственно говоря, стартовавшая война в 2008 году, нападение на Южную Осетию режима Саакашвили, по сути, уже дала толчок к тому, чтобы вот эти процессы переросли в то, во что они в конечном счете переросли, то есть в признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Но Медведев в тот период тоже проводил какие-то параллели с Косово, между Абхазией и Косово, признанием Абхазии и Косово. Они проводились, да. И, то есть эта тема звучала постоянно, где-то начиная с 2005 или 2006 годов. То есть уже было очевидно, что после признания Косово уже не будет каких-то вот, скажем, морального права, да, у Запада отрицать, отвергать точно такой же шаг со стороны России в отношении Абхазии и Южной Осетии. Международное сообщество тогда как-то неоднозначно восприняло решение России признать Абхазию и Южную Осетию. Но, тем не менее, несколько стран, 6 стран, также вслед за Россией признали нашу независимость, независимость Абхазии и Южной Осетии. Но с тех пор уже достаточно прошло много времени, вот каких-то таких шагов страны не предпринимают. Скажите, пожалуйста, во что упирается проблема? Почему вот этим странам сложно принять решение как-то признать Абхазию, и что может их переубедить? Вы знаете, тут очень много причин, как объективного, так и субъективного свойства. Ну вот в качестве последнего примера, да, можно привести подписание президентом Соединенных Штатов в этом году законопроекта, который запрещает странам выстраивать какие-то отношения с Абхазией. То есть, по сути, это наложение санкций на какие-то активные действия в отношении вот, нашей страны. Это просто один пример, да, то есть таких примеров очень много. То есть мы видим, что идет постоянное какое-то давление, или скрытое, или открытое в отношении наших государств. Плюс, ну, уже не говоря о том, что руководство Грузии предпринимает постоянные шаги
к тому, чтобы воспрепятствовать вообще нашим контактам за рубежом. Мы это прекрасно все знаем, во что это выливается. Но, с другой стороны, работа по расширению списка стран, признавших Абхазию, она продолжается. Эта работа ведется по многим направлениям, если говорить, скажем, территориально, да, то есть это разные страны региона. Активно работают наши посольства и представительства за рубежом. Кроме того, расширяются контакты, да, то есть делается упор на развитие контактов в различных регионах мира. А вот совсем недавно состоялся визит представительной делегации Республики Абхазия в Сирию, да, во главе с министром иностранных дел Дауром Ковы. Были проведены встречи с представителями практически всего высшего руководства Сирии, вплоть до председателя Совета министров. Вот. Обсуждались самые разные вопросы, от вопросов экономики до вопросов парламентского взаимодействия. То есть это, по сути, состоялась такая масштабная презентация Республики Абхазия среди высшего руководства Сирии. Да, это событие, вот мы тогда, вот я лично расценила как из ряда вон выходящее в том плане, что действительно ничего подобного очень долгое время и вообще не бывало. На самом деле оно, конечно, да, вот оно, в общем-то, можно сказать, из ряда вон выходящее по своим масштабам, да, и по проявлению, но это не значит, что не осуществляется других каких-то контактов или поездок, скажем, представителей МИДа Абхазии в другие страны. Они тоже имеют место, но дело в том, что не обо всем, как вы знаете, прекрасно мы можем информировать общественность, поскольку, ну, по понятным причинам, да, то есть следует нервная реакция Грузии, вот, и все это обрывается. Поэтому мы идем только на такие шаги, которые уже нами хорошо просчитаны, уже проверены, то есть где мы можем действовать уже, так скажем, спокойно, не опасаясь каких-то последствий. Но ведь идут связи не только по дипломатическим каким-то каналам, но, видимо, и по каким-то культурным каналам идет взаимодействие формальное и неформальное. Вот в этом плане достаточно активная работа ведется со стороны Абхазии, так я понимаю? Что касается, да, вот о том, что вы сказали, неформальные контакты, то эта работа на самом деле огромная. Просто как раз по своему характеру, да, она не предполагает, чтобы она была заметной. Вот. Это огромная работа и наших представителей в разных странах. И то есть это включает в себя и контакты с представителями политической элиты стран пребывания, с бизнес-сообществами, с деятелями культуры. Это участие в различного рода мероприятиях, акциях наших представителей. Кроме того, это, конечно, какие-то, может быть, и неафишируемые контакты, да, на предмет установления, скажем, каких-то связей. Вот. То есть эта работа ведется, и она ведется очень активно. Но не обо всем, конечно, вот, становится известным. Вот пример Сирии – это как раз тот случай, когда долгая проработка, так скажем, да, вот этого вопроса, она привела к тому, к чему привела. То есть вот к такому масштабному событию. Вы не сказали по поводу того, что может повлиять, что может переубедить другие страны признать Абхазию. Что может переубедить, вы знаете, это вопрос такой более глубокий. Тут, я думаю, основной упор надо сделать на то, каким мы сами хотим себя вообще видеть, да? То есть на то, насколько мы привлекательны для других стран. Потому что без того, чтобы быть самодостаточным, да, развитым государством, без этого на тебя внимание обращать, наверное, мало кто будет вообще. Вот. Поэтому тут работа должна вестись, так скажем, более глубоко, то есть не только по линии Министерства иностранных дел, да, но и вообще в целом государства. То есть это работа по эффективному строительству нашего государства. Должен ли глобальный мир поменяться для того, чтобы такие страны, как Абхазия, признавались? Ну, мир постоянно меняется, но, конечно, перемены, они постепенно происходят, но тут, опять же, многое зависит именно от нас. Как мы себя поведем, как мы себя поставим. Каждая страна придерживается своих интересов, у каждой страны свои предпочтения, да, на международной арене. Кому-то, скажем,
это кому-то мешает, допустим, какие-то внутренние проблемы у себя дома, да, какие-то территориальные конфликты. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, это фактор союзнических отношений с каким-то крупным государством, да, скажем, Соединенными Штатами. Вот. Понятное дело, что союзники США, они не склонны действовать вразрез интересов своего патрона, да, и признавать страны, которые считаются неприемлемыми, да, которые не признаются самими Соединенными Штатами. То есть такие маленькие страны, как Абхазия, которые пытаются заявить о себе на международной арене, они попадают в такие политические какие-то события, связанные с конъюнктурой политической, да, и должны маневрировать в этом плане. Вот в связи с этим я хочу спросить, работа МИДа, насколько она вот в таких условиях может принести эффективные результаты? Понятно, что наши дипломаты, наше ведомство, оно прикладывает все усилия, это как бы одна из основных целей вообще существования структуры, но насколько вообще в этих условиях можно работать, возможно работать эффективно? Ну, работать можно, в принципе, в любых условиях. Главное постоянно отслеживать динамику происходящего, да, в мире, какие процессы происходят, просчитывать, как они могут повлиять на те или иные события и делать из этого выводы. Есть все условия, чтобы, в принципе, не отставать от, скажем так, от духа времени, да, и от происходящего на мировой арене. Сейчас Абхазия ведет переговоры на международном уровне только в рамках женевских дискуссий, насколько я знаю. Женевские дискуссии, да. Да. Вот оцените, пожалуйста, их. Одни говорят о том, что эти женевские дискуссии бесполезны, другие говорят, что нам нужно этого формата пока придерживаться, пока нет ничего другого. Тут нельзя подходить с точки зрения вот того эффекта, который сейчас он дает, да, вот на сегодняшний день. Это механизм, который был создан в 2008 году, и он действует до сих пор. Это единственная площадка для нас, чтобы мы могли отстаивать свою позицию, в принципе, вот на таком официальном уровне. И тут ждать каких-то быстрых результатов не приходится. И, в принципе, наша цель основная – это подписание документа, да, то есть заключение юридически обязывающего документа о неприменении силы. Но мы понимаем, что очень много препонов на этом пути, потому что подписание документа – это сложный очень итог, который мог быть бы в этих переговорах. И пока мы, конечно, не видим результаты из-за того, что позиция Грузии, она вот такая категоричная. Мы на каждом раунде сталкиваемся с тем, что буквально уже вот обсуждены все почти, так скажем, шероховатости, да, вот этого документа. Но буквально вот в самом конце происходит срыв, опять какой-то, значит, по каким-то причинам грузинская делегация просто отказывается от принятия даже совместного устного заявления. Вот. Может, эти планируемые срывы в итоге оказываются? Может быть, они и запланированы, да, но вот, то есть такая создается атмосфера очень не располагающая, так скажем, вот, к доверию, да, оно постоянно подрывается. Как вы оцениваете перспективы того, что вот эта работа по признанию принесет какие-то еще результаты, какие-то страны еще захотят признать Абхазию? Вы знаете, на перспективу сейчас говорить тяжело, но главное, что работа эта ведется. Я считаю, что главное – это просто спокойно двигаться к своей цели. Некоторые аналитики говорят о том, что нужно более активно заявлять о себе в том же в Организации Объединенных Наций, то есть больше стучаться в закрытые двери, говорить о геноциде и поднимать вопросы, которые волнуют именно Абхазию. Вот что вы можете об этом сказать, как прокомментировать вот такую точку зрения? На той же Женевской площадке, да, мы поднимаем практически все острые вопросы для нас, да, и ставим их в очень таком остром ракурсе. Вот. То есть это, конечно, не все, может быть, становится известным, но и наша делегация, и осетинская делегация ставят очень острые вопросы, да, на которые у грузинской стороны просто нечем ответить. Вот. То есть достаточно
в этом плане работа ведется интенсивно. Но не все решают, к сожалению, вот, скажем, какие-то такие вот аргументы, там, они более радикальные или менее радикальные. Тут не столько в этом дело, сколько в самой готовности сторон, да, прийти к взаимоприемлемому решению. Пока такой готовности просто нет. В этом году как-то так, как никогда, за последнее время обострились такие проблемы, связанные с туристами. Были ряд инцидентов очень неприятных, которые имели такой большой общественный резонанс. Вот как вы считаете, вот такие вещи, как они влияют на взаимоотношения наших стран? Это, во-первых, и во-вторых, каков имидж Абхазии в России может сформироваться вот в связи вот с такими случаями? Да, действительно, это были очень такие неприятные, так скажем, события этого уходящего уже лета. Но я думаю, что, конечно, тут вопрос очень большой к нашей внутренней, да, так скажем, к вопросу нашей внутренней безопасности, да, как мы ее обеспечиваем. Но, с другой стороны, я бы не стал говорить о том, что вот эти вот инциденты как-то очень сильно повлияли или повлияют на приток отдыхающих в нашу страну. И я не думаю, что эта тенденция как-то переломится вот из-за этих событий. То есть это отдельные все такие события, да, негативные, которые, может быть, очень иногда порой сильно раздуваются, может быть, средствами массовой информации во многом. Но в целом, я думаю, ощущения людей от этого не положительные, как бы, предпочтения, да, вот нашей страны, они не изменятся. В 2008 году Великая Россия нас признала. В 2014 году был подписан такой масштабный договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией. Как вы оцениваете уровень взаимоотношений вот, между нашими странами? Интеграция наших стран вышла действительно на качественно новый уровень. Это и в плане военной безопасности, да, в вопросах экономических, социального характера. И в целом можно сказать, что по многим направлениям мы стали действовать более, так скажем, выверенно, появилось больше возможностей для дальнейшего, для наращивания нашего сотрудничества. Ну, как вы знаете, уже подписаны многие соглашения из того перечня, который предполагается вот этим основным договором. То есть мы видим, что отношения действительно идут в гору, они улучшаются, и я думаю, перспективы у нас очень хорошие. Тому как раз свидетельство вот недавний визит президента России Владимира Путина в Абхазию и очень такая теплая встреча с нашим президентом. Ну, мы можем сказать о том, и я думаю, что мы не раз еще скажем, что мы очень благодарны России за то событие, которое произошло 26 августа 2008 года. Это в Абхазии никогда не забудут. И я думаю, что наши страны и дальше будут дружить, дальше будут сотрудничать и помогать друг другу в решении каких-то проблем. Не сомневаюсь в этом. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы. Всего вам доброго, еще раз вас с праздником. Спасибо вам. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в студии был начальник информационно-аналитического департамента МИД Абхазии Тимур Шанава. И мы обсудили, каково значение и какие перспективы у международного признания независимости нашей страны. На этом наша передача подошла к концу. Мы поздравляем всех с праздником и желаем нашей стране процветания. Всего вам доброго и до встречи в эфире.